Северная Осетия может войти в число пилотных регионов России, где начнут реализацию программы «Безопасный город». Заявку республики сегодня поддержали на межрегиональном совещании по созданию комплексной системы коллективной безопасности. Окончательное решение будет принято на заседании Федеральной комиссии. Северная Осетия – единственный регион на Кавказе, который взял на себя обязательства по реализации всего комплекса подсистем безопасного города. Планируется, что работы будут завершены к 2016 году. Создатели намерены привлекать деньги не только из республиканского бюджета, но и из федерального, а также искать инвесторов. Государственно-частное партнерство уже позволило внедрить системы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По России такого проекта нету нигде. Есть отдельные сегменты, как в Татарстане мы были, смотрели. Там отдельными сегментами сделано, допустим, видеонаблюдение кусочек, там фото-видеофиксация, мониторинг они сделали часть, соединили ее со службой 112 и все. То есть от глобального такого подхода с единым центром обработки никого в России вообще нет. В Северной Осетии стартовала акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках Республиканское министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта раздаст 22 тысячи георгиевских ленточек. Акция проходит уже в 10-й раз. На улицах Владикавказа и в районах республики символы победы бесплатно распространяют волонтеры. Сегодня же стартовала акция «Письмо с фронта», в рамках которой ребята раздавали письма с подлинными текстами писем погибших героев. Они позволяют жителям республики вспомнить о своих родственниках-фронтовиках. Георгиевская лента – это символ победы, который вот, например, я держу эту ленту, и у меня в сердце радость за то, что мы сейчас живем, то, что есть завтрашний день, и за то, что я могу сказать спасибо нашим старшим, которые сделали для нас сегодняшний день. Во Владикавказе прошел второй интернет-мост в рамках проекта «Осетинское землячество онлайн». На этот раз в беседе приняли участие представители осетинской диаспоры Москвы. Темой обсуждения стало сохранение осетинских традиций и языка в условиях мегаполиса. Участники делились опытом популяризации родного языка. Организаторы надеются, что такие мероприятия помогут выходцам из Северной Осетии быстрее адаптироваться в другом городе и не забыть культуру своего народа. В IT-парке Алания прошла презентация новой информационно-коммуникационной системы «Открытый город». Программа предлагает пользователю более 40 интерактивных сервисов. Можно подобрать удобный маршрут, заказать столик в кафе или ресторане. Разработанная в Северной Осетии система уже сегодня располагает самой полной базой данных. Государственные, муниципальные, социальные и культурные объекты городской инфраструктуры доступны по одному клику. Системой можно воспользоваться через компьютер с доступом в интернет. Созданы мобильные приложения для платформ Android и iOS. В будущем планируется разработка версии для Windows Phone. Функционирующая на республиканском уровне система «Открытый город» в перспективе может расшириться до масштабов страны. На сегодняшний день я могу сказать о том, что этот продукт это новое поколение информационно-коммуникационных сервисов. Само название «Открытый город» оно говорит о том, что мы попытались сделать городские не только там, места для проживания удобными, комфортными, не только с целью получения информации, но с целью взаимодействия с объектом. Ежегодная военно-патриотическая игра «Зорница-2014» прошла сегодня во Владикавказе. В соревнованиях приняли участие ученики 20 общеобразовательных школ города. Ребята продемонстрировали свои спортивные навыки, умение оказать первую медицинскую помощь, знания военной техники и строевой подготовки. Оценивало участников жюри, в состав которого вошли военные специалисты, а также учителя ОБЖ и физкультуры. По результатам турнира отобраны 3 команды. Они примут участие в республиканском этапе, который пройдет в мае. Игра проводится не зря, вот в эти дни, это дни великой памяти Дня Победы. И я надеюсь, что каждый ребенок, он, уйдя с этой игры, унесет, конечно же, память и уважение к тем людям, которые всегда боролись за мир на нашей планете, на нашей земле, именно вот нашей страны.
Конкурс «Созвездие» стартовал сегодня в Северной Осетии. Участие в творческом соревновании принимают воспитанники всех детских домов республики. Они представляют номера в хореографической, вокальной, инструментальной, литературной и театральной номинациях. Задача турнира – воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре, обычаям и обрядам. По итогам конкурса определились победители в каждой номинации, им вручили дипломы и призы. Они готовятся весь год. Естественно, все это проводится с одной целью, чтобы наши дети, во-первых, видели друг друга, во-вторых, чтобы они получили возможность показать свой талант, свои успехи. И особо отличившихся мы обязательно всегда направляем на всероссийские и даже международные конкурсы, где они достойно представляют нашу республику, неоднократно возвращались с призовыми местами. И, конечно, мы очень ими гордимся. Это, несомненно, большой плюс, наверное, работе педагогов, воспитателей, которые с ними работают.